Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 16 июля 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Достанем карту на отношения, на работу, на финансы и итог дня. Впечатляют карты на день, конечно. Выпадает карта «Суд» как главное. Карта, которая говорит о том, что действительно будет важно то, что говорят о нас другие люди, как мы себя позиционируем, да, вот какое к нам отношение, какая у нас репутация и так далее. А также эта карта говорит о том, что будет день каких-то очень сильных трансформаций, когда, может быть, открываются какие-то наши возможности новые, способности, когда мы встречаем людей, подходящих нам идеально, когда мы решаем вопросы, связанные с предназначением, когда мы решаем вопросы, связанные с рекламой, когда мы вот умеем быть собой, и благодаря этому качеству, да, нашему этому свойству, мы создаем именно нужные связи, нужных людей притягиваем в свою жизнь, нужные какие-то обстоятельства приходят к нам, потому что вот мы именно собой являемся. Мы живем так, как мы хотим, мы исполняем свои истинные желания. И вот эта карта, она такая переходная, да, она говорит о том, что что-то очень важное начинает меняться, начинает происходить в нашей жизни, новое. И это надолго. Вот если воспользоваться этими энергиями, да, то можно очень сильно изменить свою жизнь, прямо кардинально. Это касается и отношений, и работы, и, может быть, открытия дела какого-то своего нового, знакомства с новыми людьми. В общем, что для нас важно, то и может сегодня поменяться кардинальным образом. Помогать будет у нас карта «Шестерка мечей». Это как раз карта, которая говорит о том, что как раз мы готовы меняться, мы уже созрели для того, чтобы наша жизнь была новой, для того, чтобы совершить вот этот переход, да, между прошлым и будущим. Как раз такой день, как сказать, день, который связывает как раз то, что было, с тем, что нас ждет, или с нашими какими-то целями, планами, желаниями, людьми и так далее. То есть, ну, очень такой серьезный денек выпадает нам на 16-е. Нужно воспользоваться всеми этими энергиями, потому что, смотрите, вот по пятерке жезлов, скорее всего, все нас будет толкать к тому, чтобы мы приняли какие-то важные решения сегодня. Это, знаете, карта, которая говорит о том, что жизнь будет нас учить проявлять себя такими, какие мы есть, учить выходить на новый уровень, может быть, решиться на какое-то новое дело, новую работу, обучение новой профессии, знакомство с новыми людьми. Да, вот, может быть, будет какая-то кризисная ситуация, которая нас, может быть, расстроит, да, сначала, но она будет вот именно к лучшему. Что будет мешать? Будет мешать как раз желание зацепиться за старое, желание вот быть таким, как раньше, да, не развиваться. В общем, если даже нас жизнь подталкивает к чему-то, что-то новое приносит, что-то старое забирает, вот желательно сегодня это все принимать как должное. Тогда мы будем на волне, тогда нам будет вести, и вот действительно наша жизнь просто вынесет к тому, что нам действительно нужно, то, что нам предназначено, потому что карты действительно такие очень сильные, действенные. Давайте посмотрим в отношениях, что ждет. В отношениях выпадает карта влюбленные. Она может как напрямую говорить о каком-то чувстве, да, может быть, это встретится человек для любви, для отношений, может быть, это будут решаться вопросы, связанные с сердечными делами, да, может быть, кто-то будет решать, что уже нельзя отношения оставлять на прежнем уровне, нужно, допустим, там, заводить семью или заводить детей. В общем, какие-то важные решения будут приниматься в отношениях. Для тех, кто в поиске партнера, выпадает туз пиковый, карта, которая говорит о том, что у вас будет действительно какая-то мотивация сегодня для того, чтобы знакомиться.
будут, знаете, будет такое романтическое настроение, может быть, соответствующие эмоции и чувства возникнут для того, чтобы вот встреча состоялась. А если даже это произойдет неожиданно, да, то вы будете очень рады встрече, потому что вы будете чувствовать, что это действительно человек, которого вам дает судьба. Но тем более у нас старший аркан как карта дня выпадает. Для тех, кто в паре, король пиковый. Карта говорит о том, что может быть кто-то из родственников, отец, мать, бабушка, дедушка, может быть, в гости будут приходить, либо вы будете у них в гостях, может быть, какое-то торжество, да. Кроме того, здесь может быть вы сами, допустим, живете не в браке, а родители, допустим, вас склоняют к тому, чтобы вы зарегистрировали свои отношения. Или, может быть, вы принимаете решение о ребенке, да, о том, чтобы у вас появились дети. А также карта, знаете, какого-то мудрого решения. Может быть, нужно будет посоветоваться вам друг с другом, чтобы решить какой-то вопрос, который вас беспокоит. Может быть, нужно договориться, завершить какое-то важное дело, которое вот между вами сейчас, или вы вместе над этим работаете, да, или какой-то вопрос, какой вас беспокоит, нужно решить, договориться и вот поставить все точки над «и». Можно даже, в принципе, обратиться к кому-то, к какому-то посредничеству для того, чтобы либо вас помирить, либо для того, чтобы как-то что-то, может быть, объяснить, чтобы ваш партнер понял и так далее. Да? То есть как-то вмешательство, может быть, даже третьих лиц. Оно, скорее всего, желательно здесь, потому что вам трудно вот как-то напрямую решить вопрос. А также эта карта еще связана с ощущением, знаете, своего человека, да, то есть вот с этим человеком я чувствую себя собой, мне хорошо, мне безмятежно, мне гармонично, да, и этот человек, с этим человеком я хочу прожить долгие годы, вот что-то такое, какие-то такие настроения очень хорошие сегодня. Кстати, вот возрождение может быть чувств, возрождение семьи, возрождение отношений, возвращение человека, если вы, допустим, поссорились, да, и человек ушел, либо вы сами, может быть, ушли, тоже можете вернуться. Вполне возможно, тем более шестерка мечей у нас здесь лежит. Что карты говорят о том, что даже это желательно было бы вернуться, если вдруг у вас отношения были разорваны. А для тех, кто в ссоре, выпадает туз бубновый. Карта говорит о том, что нужно как-то проявить себя, совершить какой-то поступок такой, знаете, яркий, да, чтобы вот впечатлить близкого человека, да, тогда вот есть возможность помириться, подарок какой-то, приглашение в кафе, в ресторан, погулять в парк и так далее. Все это будет способствовать примирению. А теперь для работы выпадает у нас королева пентаклей. Карта, которая говорит о том, что нужно работать изо всех сил, да, скорее всего, выполнять придется какие-то обязательства, взятые на себя, и работать, знаете, так, как сказать, ну, в общем, до конца доделывать все, что нам сегодня вот зададут, скажем так, да, вот что мы должны сделать. Карта такой, знаете, методичности, точных расчетов каких-то, сверки каких-то документов. В общем, все, что связано с какой-то точностью, связано с помощью другим людям, выполнением своего долга, скажем так, да, вот это все будет важно сегодня в работе. Для тех, кто в поиске работы, шестерка пиковая, карта говорит о том, что либо у вас появится помощник, именно помогут вам найти работу, да, либо вы через какие-то государственные структуры, через социальные структуры будете иметь возможность найти работу, либо, может быть, станете на учет в центр занятости, что, кстати, рекомендуется сегодня сделать, либо вы можете даже устроиться на работу либо в какую-то социальную организацию, либо в государственную какую-то структуру. Может быть, документы будете сегодня собирать для этого, да? Для тех, у кого уже есть работа, какие-то перемены в деятельности к лучшему, скорее всего, у вас здесь были какие-то сложности, да, и вот сегодня они могут уходить, да, может решаться ситуация, улучшаться, неожиданно, причем какие-то неожиданные могут быть новости по поводу вашей работы. Какие-то перемены, может быть, там даже переезд с одного офиса в другой, или
смена, допустим, там место, вот у вас, допустим, всегда было одно место рабочее, да, теперь, допустим, вам дают другое, или там весь офис переезжает, что-то такое, да, может быть даже на выбор вам предложат несколько возможностей для того, чтобы вы выбрали сами, да. Кстати, может быть, сегодня нужно кому-то помочь, оказать какие-то посреднические услуги, это тоже будет вам полезно, на будущее на ваше повлияет. Причем вот вы, может быть, сейчас об этом не думаете, просто ситуация какая-то неожиданная произойдет, когда потребуется вот ваша помощь другим людям, близким или, может быть, в коллективе. Для тех, кто в поиске работы, так. Для тех, кто занят своим делом, семерка трефовая. Карта говорит о том, что вы будете сегодня... Так, вот так я убрала карты. Вы будете сегодня заняты, скорее всего, рутиной, будете налаживать производственный процесс, может быть, какие-то перестановки там в коллективе, может быть, вы будете как-то по-новому выстраивать вот цикл технологический, да, как вы там работаете, как оказываете услуги и так далее. Может быть, будет оплата каких-то счетов, может быть, вы столкнетесь с какой-то ситуацией, знаете, разрушительной, когда нужно будет что-то кардинально менять. Может быть, менять направление, может, в вашей деятельности, да, может быть, даже менять что-то вот в вашей команде, с которой вы работаете. Может быть, раздражение, может быть, разочарование в ком-то, в каком-то человеке, на которого вы рассчитывали, на которого надеялись. Но в любом случае у вас здесь есть возможность решить этот вопрос себе на благо. Видимо, эта ситуация даже хорошо скажется на вашей работе, на вашей деятельности. По деньгам у нас выпадает старший аркан Дьявол. Замечательная карта для того, чтобы осуществлять свои какие-то желания по деньгам, по финансам. Может быть, какая-то крупная покупка, приобретение. Если, допустим, кто-то для семьи выбирает недвижимость, да, вот вполне может быть сегодня сделка какая-то, либо договоренность, либо продажа, может быть, старого дома, родительского дома, да, или, в общем, что-то связанное с большими такими крупными покупками, либо договорами по поводу этих покупок. Плюс какие-то доходы от деятельности, если у вас свое дело, то здесь как бы тоже может быть либо посредник какой-то появится, да, неожиданно, либо человек, с которым вы можете партнерство заключить, или может быть здесь просто крупная какая-то сумма денег прийти. Для тех, кто на зарплате, да, действительно у вас перемены. Если была проблема с деньгами, то здесь она решается. Скорее всего, вы успокаиваетесь вообще насчет финансов, потому что вот все как-то приходит как сказать, ну, к тому, что было раньше у вас. Скорее всего так, а может быть даже улучшение. Для тех, кто своим делом занят, да, вот опять же карта крупных денег, помощи от государства, от чиновников, от людей, которые как-то вот влияют на ваш бизнес. Прям либо договоренности какие-то важные, либо большие деньги. Теперь итог дня. Выпадает карта Мир. Вы будете сегодня очень довольны тем, что справились, да, вы завершили вот все те процессы, которые были начаты, достигли успехов в каких-то важных для вас делах, может быть, совершили какую-то покупку, может быть, получили там предложение руки и сердца, может быть, вернулся там ваш партнер или еще что-то очень важное. А может быть, кто-то нашел работу, которую мечтал найти. То есть такое ощущение, что вот наконец-то свершилось, да, вот такое вот ощущение может быть. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось, желаю, чтобы вы все возможности, которые дает этот день, осуществили. Всего вам доброго, до новых встреч.